Время 8:30 утра. Заходим в лабораторию. Видим небольшое помещение, лавки, 2 пеленальных столика и вешалка. Толпы нет, очередь продвигается быстро. Спустя 15 минут массово стал приходить народ. В основном заходят дети с мамой или папой, но есть и такие, кто всей семьей ведут свое чадо в больницу. И тут начинается. Уже не спрашивают, кто по записи, а кто нет. Одна очередь на всех. Не раздеться нигде, нет места даже посидеть. И народ. Мало места. В шоке первый раз пришли. Много народу. Неудобно. С ребенком, с маленьким, здесь и взрослые ради дети. Отметим, что помещение рассчитано только на тех, кто записался и приходит строго к назначенному времени. Половина людей из огромной очереди пришли без записи. Отсюда берется и толпа, и ругань, и испорченное настроение. У детей, у родителей и у лаборантов, которым ежедневно приходится выслушивать недовольство посетителей. Я считаю, что народ стал злой. Элементарно просто злой. Он не замечает доброты, он больше ищет негатива. Как еще это объяснить, когда ты из всех сил стараешься? В большинстве случаев народ, в принципе, с нами не здоровается. Он зашел, как будто к себе домой. Зашел и вышел. Ни здрасте тебе, ни до свидания тебе, ничего. Это крайне редко. Это может быть 2%. С нами поздоровались, сказали нам спасибо и до свидания. Нарушений здесь никаких нет. В лаборатории в 2011 году прошел ремонт. Новый проект полностью соответствует всем нормативам. Забор крови производится с 7 утра до 10. За это время один лаборант успевает принять до 80 человек в сезонный пик заболеваемости. Этот март получился почему-то особенно у нас таким с большой нагрузкой. Все остальные месяцы, даже включая вчерашний, сегодняшний день, но в принципе народу больше 5-6 человек с детьми не было в коридоре весь забор крови сегодня и вчера. Я не знаю, что было на той неделе, но вот как-то вот так. Но надо уж обижаться, что мы кого-то там выставили или не взяли. Мы в любом случае всех пришедших берем, ни одного не отправили. Площади не хватает только в том случае, если люди пришли не по записи и не по времени. То есть наши физические силы мы рассчитываем взять, допустим, 5 человек за 5 минут, то есть каждую минуту ребенок. На сегодня у нас проходит до 180 человек. В лаборатории мы можем принять 180 человек, но, видимо, вот в период небольшого подъема заболеваемости у нас доходило до 230 человек забор крови. Ни один ребенок не ушел от нас, не сдав кровь. Если нужно, мы берем до 10:30. Этот хаос создают сами люди. Идет неразбериха между тем, кто записался, и тем, кто не записался. Единственное, как-то вот был у нас немножко потерпеливее народ, как-то бы уважали себя, там, друг друга уважали, нас бы уважали. Вы не представляете, что мы здесь выслушиваем просто вот на сегодня. Время такое немножко, как-то все раздражительно. Говорю, научиться уважать друг друга и немножко подождать. Что касается раздевалки, она в лабораториях такого типа не предусмотрена. Если приходить по записи, то ждать более 5 минут в очереди не придется. Поэтому все проблемы создают сами люди. А лаборанты не могут отправить домой тех, кто пришел без записи, и отказать кому-то в заборе крови. Да и времени нет проверять пофамильно каждого. Так что проблема, озвученная телезрителям, скорее надумана. И если имела место быть, то носила временный характер. Поэтому уважайте себя и других, цените труд медицинских работников и всегда записывайтесь на сдачу анализов крови по телефону 608 36.